девушки. Меня зовут Юлия Астров. Я очень долго представляла, какой будет наша встреча. Ну вот, оказывается, она вот такая будет, и вот столько человек придет, и вот такие лица я увижу. Я очень рада, что вы нашли время сегодня и так поздно готовы добираться домой, хотя для девушки это не очень безопасно, и быть здесь. Я хочу немного рассказать о себе, буквально 5 минут, чтобы вы знали, кто будет вам сегодня здесь что-то рассказывать. Значит, я не профессиональный консультант, я не профессиональный психолог. Все, что у меня есть сейчас с собой, это вот тот мой опыт, который я приобрела. Я замужем, у меня есть дочка маленькая. Все знания, которые сегодня будут здесь озвучены, это знания не мои, они не принадлежат мне, а принадлежат моим учителям, которые меня учили. Часть знаний получена в Зогской духовной академии. И там прекрасные преподаватели, которые часть дисциплин нам преподавали. Часть знаний будет от моего другого образования. Я училась 2 года в Иерусалимском университете, и часть знаний по языку, который я сегодня буду рассказывать, тоже оттуда. Ну и просто, наверное, личный опыт. И, может быть, что-то сегодня удастся вам спеть из тех песен, что я для вас приготовила. А сейчас начнем. Я скажу вам, сегодня будет такая информация довольно закрытая и довольно опасная, поэтому я прошу вас, чтобы вы набрались терпения и пока переварили все это внутри себя, и, может быть, не сразу делились со своими друзьями или подругами, а там посмотрим. Почему вы сюда сегодня пришли? Потому что было заявлено о женственности, о том, что будет семинар по женственности, это действительно так интересует девушку. Да. Какая проблема? Если бы было все в порядке, я думаю, тут несколько категорий, как минимум, девушек. Те, кто, например, пришли от избытка, у них все в порядке, они чувствуют себя идеальными, у них прекрасная фигура, хорошая самооценка, у них все классно на личном фронте. И они пришли просто получить дополнительные знания. Кто-то пришел, у него есть, может быть, какие-то проблемы, и он понимает, что что-то надо в себе там попробовать поменять, или узнать ответ на вопрос, что со мной не так. Ну а кто-то, может быть, пришел, для него это такая точка отчаяния. Может быть, наш семинар покажется поворотным. Я начну говорить для людей, которые здесь присутствуют. Аксиома нашего семинара в том, что есть тот, кто сотворил и придумал этот мир. И он задумал его каким-то особенным образом и дал нам это понять в источнике. Источник называется Библия, или у него много названий есть. Сегодня мы попробуем разобрать образ мужчины и женщины, что такое быть женщиной, что такое быть мужчиной в изначальном плане. Для начала я вас хочу спросить, вот мы все девушки, такие красивые, для чего, как вы думаете, вот если бы у вас была возможность написать книгу, и эта книга, она имела бы колоссальное влияние, огромное значение на других людей, какой бы вы описали идеальную семью? Какой должен быть он? Какой должна быть она? Ну, пожалуйста, тут мы девочки, тут не страшно перед мальчиками показаться. Понимание, мужчина заботится о женщине, женщина заботится о мужчине в своем роде. Так, значит, идеальность семьи будет состоять в том, что мужчина заботится о женщине. Если не брать детей, ну если это только молодая пара, допустим, которая там поженилась, у них еще нет детей, то изначально я думаю, что идет внимание на мужчину и на женщину, то есть женщина заботится о мужчине как женщина, а мужчина как... Тогда у меня следующий вопрос. А зачем в этом случае вообще жениться? Если ты хочешь заботиться, ну ты можешь заботиться. Зачем для этого жениться? Ну, потому что ты выбираешь единственного, с тем, с которым ты будешь разделять радости и счастье, там, грусть и
и тому подобное. Окей. Вот такой вот у меня вопрос. Если жениться, можно жить, ну так скажем, не объявляя об этом официально, гражданским браком и заботиться. То есть вообще это религиозный атеизм, брак, ну как таковой. Вообще он зачем придуман? Зачем придуман брак? Как вы думаете, зачем вообще придумать, что люди должны жениться? Продолжение рода? Кто-то сказал нет? Я послышала? Да. Продолжение рода, ну хорошо. Хотите иметь детей? Имейте. Не хотите иметь? Не имейте. Но зачем жениться? Зачем? Что одному как-то нехорошо. Одиночество? Ну, для этого есть, знаете, можно прийти в церковь, тебя тут выслушают друзья, ты послушаешь. Все равно, вот, пожалуйста, служение. Живут люди. Но это не тот уровень просто. Не тот уровень общения. Не тот уровень близости, да. Ну, можно быть близким не в браке, то есть, ну, как бы ты официально не будешь жениться. Мы попробуем сегодня ответить на этот вопрос. На самом деле, те, кто официально не женится, они чувствуют, что они как бы в опасности какой-то неком. Какой опасности? Ну, каждый понимает, что в любой момент любой человек как бы свободен и может уйти. Кто считает так же? Кто считает так же, что если ты без обязательств живешь с кем-то, то... Я бы сказала, даже наоборот, на сегодняшний день большинство людей находят какое-то спокойствие. Но если что-то не так, я спокойно могу уйти. Но это как бы, я не говорю о том, что это в мире, ну, в церкви, а о том, как это в мире уже. Вне церкви, да. Вы знаете, мы попробуем сегодня на протяжении этого семинара ответить на вопрос, зачем жениться, для чего вообще, как это придумано все. Начнем вот с чего. Я сегодня, чтобы не отвечать на частные вопросы и не тратить время, я попробую вам дать ключи общего понимания принципов, что такое мужчина и каким должен быть мужчина. Я так понимаю, что сегодняшняя аудитория, вот так, давайте так, поднимите руки те девочки, кто довольны современными мужчинами в нашем мире. Это почему-то очень актуально. Почему? Ну что с ними такое происходит? Мы вообще все делаем, но не понимать каких-то элементарных вещей. Я вижу, что это очень актуальная тема. Вот в Украине почему-то особенно, в России как-то еще было пару рук. Ну, сегодня попробуем разобрать, что и к чему. Может быть, это не у них что-то, а может быть, с нами что-то не все в порядке. Попробуем договориться. У кого есть с собой Библия? Библия, кто-нибудь поможет мне? Так как мы начинаем с самого начала, девочки, то, что я вам скажу, это бомба. Когда-то, когда мне сказали об этом, я была потрясена. Спасибо. Вот, возьмите первый текст, откройте, пожалуйста. Я тоже есть. Так как мы говорим об основах, мы начнем с самого начала. С самого начала. Скажите мне, пожалуйста, сейчас чуть-чуть будет экскурс в еврейский язык. Я его очень люблю, и мне нравятся вкусняшки. Вот сегодня я вам расскажу несколько вкусняшек о языке и о том, как они пересекутся вообще, преломятся в нашей современной жизни. Как звучит первый текст? «Вначале сотворил Бог небо и землю». Говорят мудрые люди, что книга, ту, которую вы сейчас держите в руках, она настолько велика, что это не просто художественный текст описания мира, но это текст зашифрованный. То есть, грубо говоря, это код мира, код зашифрованного создания, мироздания нашего. И если у нас есть книга «Бытие», да, в оригинале это звучит книга как «Берешит», сейчас я объясню, как это переводится, то в этой книге первый стих будет являться как семечком. Вот смотрите, в яблочном семечке зашифрована вся информация о дереве, которое вырастет. И если вы посадите его в землю, то все, что не будет произрастать, это уже будет заложено в этом семени. Ну, это вопрос только времени, полива, земли и там всего такого прочего. То есть первый текст книги говорит нам о том, о чем будет первая глава и первая книга, и сама по себе, и весь текст Библии целиком.
Поэтому к первому предложению нужно быть особенно внимательным. Казалось бы, что тут такого? Сотворил Всевышний Бог небо и землю. Ну, сотворил. Первый момент. Как звучит в украинском тексте этот? Кто мне подскажет? На початку? Бог сотворив небо и землю. Да? Вот смотрите. Для этого нужно знать язык, чтобы сейчас говорить комментарий на этот текст. Вот смотрите. Если бы хотел Всевышний Бог создать и сказать в Библии, что было в начале, а что было потом, а что было дальше, то он бы не использовал слово «в начале». Он бы использовал слово «во-первых», «во-вторых», «в-третьих». То есть я правильно понимаю этимологически, что в Украине, если говорят «на початку», то это тоже как бы на первых, ну как бы для начала, потом в следующую очередь. Так вот, если бы он хотел так сказать, то было бы сказано «баришона». Во-первых, «ришон» на иврите это один. Ну, то есть, во-первых, во-вторых, в-третьих. Но сказано «берешит». Вот это важный момент. Сейчас мы его с вами запишем. У кого есть листочки, можете себе пометить. Ага. Так. Ну, я очень, как сказать вам, схематично. Надо сказать, что иврит читается справа налево. В нем нет гласных, только согласные буквы, но огласовки ставятся под буквами. Вот это слово «берешит». «Берешит». 4 буквы, 4 корня. Слово «рейшит» переводится не только как «начало». Это не совсем точный перевод этого слова. А «рейшит» переводится как цель, изначальность, то, ради чего.